Ben şu yaşları demedim öyle tavırdan aytmak demedini borcumu o yaşlar kıyılar gelinler o yiğitler o katuli işe diye kalmırat şular yankı 140 yıldan son gökte kurşundan son o eyleki Oktyabr revolüsyasından son basmaçılar deyip şu uçtan son ilkinci ne tarih Türkmenin tarihini yazarlar da şu an. Olur etek düşünen değerlerler olun yönü. Şu an bolyan protest şol ne bir adatlığa gelirler televizyon metbuat o adat bor ne şu işlere değer başlanını televizyonu açıp adamlara gururun verirler neme derler tarihi da şu an bolup geçen da olur etek onun son için yaşlara gati bullokan tanrı alkatına diyen. Если судить даже исключительно по событиям прошлого года, ясно, насколько важную роль могут играть молодые люди в протестном движении, которое часто и возглавляется молодыми. Мы увидели это во время арабской весны, чуть раньше в некоторых странах бывшего советского блока и, в принципе, по всему миру. Мы видим, что когда люди выходят на улицы, именно молодые идут впереди и прокладывают путь остальным. Они идеалисты, радикалы, они уверены, что им нечего терять, потому что будущее при существующем политическом режиме выглядит очень мрачным. В результате исследований при написании книги я пришла к заключению, что в период, наступающий после революции, когда города успокаиваются, улицы очищаются и люди отправляются по домам, когда достигается какое-то соглашение, молодежь всегда проигрывает. Как правило, молодые люди оказываются за бортом. И тогда они утрачивают идеализм, уходит эйфория от сознания того, что они могут взять свою судьбу в собственные руки и влиять на будущее. Это все сменяется разочарованием, потому что они совершенно намеренно исключаются из всех политических процессов.